Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем задержание экс-министра экологии. Для совершения убийства он обратился к участникам Казанского организованного преступного сообщества «Квартала». Агляма Садриддинова подозревают в организации заказного убийства. Женщину сбил припаркованный автомобиль. Девушка улетает туда. Просто на метр, наверное, подлетела. Подробности крупной аварии на улице Батурина. А также в Казани горят балконы. Смотрим, там дым идет черный. В чем причина? Это и не только прямо сейчас. Правоохранительные органы задержали бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана Агляма Садриддинова по подозрению в организации заказного убийства. Преступление, уверены следователи, произошло еще до назначения его на министерскую должность, когда подозреваемый был главой Буинского района республики. Чем помешал убитый человек, в детали громкого дела вник Айрат Назипов. Сейчас я прошу вас проверить управление сотрудников уголовного розыска. Кадры задержания Агляма Садриддинова сегодня распространил Следственный комитет. Меры пресечения ему пока не вынесли. Сделать это планируют в самое ближайшее время. Основания, говорят, есть. Корни дел тянутся в начало 2000-х, когда подозреваемый был главой Буинского района республики. По версии следствия, в 2003 году подозреваемый организовал убийство жителя города Буинска. По предварительным данным, причиной стала активная гражданская позиция потерпевшего, который систематически направлял жалобы в различные инстанции на действия подозреваемого. Для совершения убийства он обратился к участникам Казанского организованного преступного сообщества «Квартала», которые за вознаграждение в размере 180 тысяч рублей застрелили мужчину на пороге дома в городе Буинске. Посредника и исполнителя убийства бизнесмена задержали в 2009-м. Год спустя они были приговорены Верховным судом республики к значительным срокам лишения свободы. Личность заказчика тогда установить не удалось. Аглям Садриддинов возглавил Минэкологии в 2007-м. Через 3 года его освободили от должности с формулировкой в связи с переходом на другую работу. А еще через 2 в отношении него было возбуждено дело о превышении полномочий. Экс-министра обвинили в перечислении частной фирме 6 миллионов бюджетных рублей за установкой утилизационного комплекса. К слову, он так и не был введен в эксплуатацию в полном объеме. В 2014-м суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. И сейчас аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет получила данные о причастности 68-летнего Агляма Садриддинова к убийству 17-летней давности. Айрат Назипов, Вызов 112. Продуктовый магазин ограбили поздним вечером на улице Гвардейская. По предварительным данным, неизвестный похитил сыр и скрылся с места происшествия. К торговой точке прибыли сотрудники Росгвардии, кареты скорой помощи. Медики осмотрели продавщицу магазина, которой из-за произошедшего стало плохо. 2 подростков 17 и 15 лет пропали, уйдя к местной плотине в деревне Ахмаметьево Буинского района. Мать, обеспокоенная их долгим отсутствием, пошла искать детей, но на берегу плотины нашла только их вещи. К месту выехали спасатели, медики и полицейские. Подростков пока не обнаружили. При пожаре на улице Файзи в Казани спасли мужчину. Сообщение о возгорании поступило на единый телефон вызова экстренных служб 112 около 21 часа. Горели вещи на балконе 8-го этажа. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Из горящего помещения спасатели вывели на улицу мужчину и передали его в руки медиков. К врачам обратилась и жительница соседней квартиры. Женщина просто переволновалась. Причину возгорания теперь будут устанавливать дознаватели Государственного пожарного надзора. Сегодня практически в одно время вспыхнули балконы на улицах Чистопольска и Сажинова. В первом случае возгорание началось на 3-м этаже. Через 4 минуты к месту прибыли пожарные подразделения. Горели вещи на балконе на площади 2 квадратных метра. Откуда вышла? Смотрим, там дым идет черный. И все. Вот, пошла. Пожарные приехали. Потом все, говорит, нормально тушили. В жилом комплексе Салават-Купере площадь возгорания составила 4 метра. Горел балкон на 8-м этаже 18-этажного дома. С огнем хозяева справились до приезда пожарных. МЧС призывает закрывать окна на балконах или ставить противомоскитные сетки. В подавляющем большинстве таких случаев причиной возгорания становятся брошенные сверху окурки. Крупная авария произошла минувшей ночью в самом центре Казани. На улице Батурина столкнулись 3 автомобиля: Opel Astra, Volkswagen Tiguan и Kia Rio. Один из них выбросил из дороги на тротуар прямо на идущую там женщину. О причинах и последствиях Рамиль Шайдулин. Идет девушка, ее сбивает этой машиной. Девушка улетает туда.
Просто там на метр, наверное, прилетело. 31-летняя женщина в результате наезда получила ушибы левой ноги. Она не сразу поняла, что произошло. Очевидцы потом рассказали. Сперва столкнулись Volkswagen Tiguan и Opel Astra. Внедорожник после первого столкновения откинуло на припаркованный у края проезжей части Kia Rio. И уже он, отлетев на тротуар, сбил девушку. Они ехали параллельно. Они параллельно, он решил перестроиться. Но он, так как он слишком очень быстро ехал, не совершая скоростной, он решил сыграть шаточку. Ударился в «Опель», его подбросило, очень высоко подбросило и срикошетил на вот как раз на белую сюда. Очевидцы утверждают, что Volkswagen ехал очень быстро, замеров никто не делал. Ощущения были исключительно субъективные, но поведение 19-летнего водителя кроссовера заставило подумать, что он понимал, что нарушает. Первое, что он сказал, говорит, вы не говорите папе, очевидцы, что я быстро ехал, а то меня папа будет ругать. А он трезвый? Не знаю, не так. Специалист, но ехали они не быстро, они летели. То есть гонки сначала устроили, да? Гонки были, да, гонки. И она была не одна, еще одна уехала. Вторая уехала, против. Мы обратили внимание сначала на то, что едет очень быстро машина, и потом происходит удар следом. Ну, видно, она пролетела, а следом за ней, может, гнался там кто, там друзья они или кто, и тут же удар, потому что скорость была просто нереально. В таком месте, где априори невозможно так ехать, нельзя. Это туристическая зона, люди гуляют. В дальнейшем он решил в прямом смысле спрятаться от камеры. Вы можете сказать, вообще гнали, нет? Вы об этом просто Нет. О том, что мог бы и проскочить, если бы 33-летний водитель «Опеля» при перестроении пропустил внедорожник, красноречиво говорит запись видеорегистратора, установленного в «Фольксвагене». Автоинспекторы на месте сделали вывод, что авария произошла именно из-за этого. Было ли превышение скорости и если было, какую роль сыграло, будет выясняться уже при детальном разборе происшествия. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Только применив табельное оружие, полицейские смогли остановить «Ладу Приору» в Агрызе. Минувшим вечером в городе проходил рейд по выявлению нетрезвых водителей. Мужчина, сидевший за рулем этого автомобиля, не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться от автоинспекторов, неоднократно нарушая правила движения. Понимая, что останавливаться он не собирается и при этом создает реальную угрозу для других участников движения, автоинспектор сделал 2 предупредительных выстрела в воздух, затем 4 раза выстрелил по колесам. «Лада» остановилась. За рулем находился 21-летний житель Удмуртии. Водительского удостоверения он никогда не получал. 4 машины по принципу домино столкнулись вечером на проспекте Имашева. 47-летний водитель «Лады Ларгус» въехал в «Опель», который оттолкнула «Рено Флюенс». Французскую иномарку по инерции отбросила на Kia Rio. В аварии пострадал 7-летний пассажир «Лады». Ребенок получил ушиб передней брюшной стенки. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оперативно зафиксировали повреждения и попросили водителей освободить проезжую часть. Происшествие стало причиной серьезного затора на проспекте Имашева. Слепая вера в навигатор привела к столкновению 2 иномарок на пересечении улиц Шамиля Усманова и Кулахметова. Предполагаемый виновник аварии начал поворачивать налево. При этом установленный дорожный знак делать это запрещал. Более того, водитель совершил еще одно грубое нарушение. Какое, знает Илья Харудинова. Прямо он выехал и все. Водитель Ауди, двигавшийся по улице Кулахметова, никакого подвоха не ждал и спокойно ехал на зеленый свет светофора. Спокойствие сменило удивление и обескураженность, когда дорогу ему преградила Kia Soul. Водитель корейской иномарки, вопреки правилам, повернул налево. Он не только проигнорировал знак движения прямо, но и не пропустил встречный транспорт. Вы не видели его, что ли? Мне Google подсказал. Водитель Kia объяснил свой маневр медвежьей услугой, которую оказал ему электронный навигатор. Вероятно, теперь мужчина не будет слепо полагаться на голос из гаджета. Это вот туман, вот здесь было. Обе фары, да? Обе фары. После признания вины водитель Kia попытался оценить полученный материальный ущерб. Предварительные подсчеты не обрадовали. Обе иномарки были уже не в силах покинуть место ДТП своим ходом. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.